Добрый вечер. На ТНВ новости в студии Альбина Аслагараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Пакет по цене двух. Это же ужас какой-то. В Татарстане собираются повысить стоимость вывоза мусора. Чем это объясняется и готовы ли люди, узнавал Рамиль Шайдуллин. Дисконт на нарушения. С введением данной нормы, напротив, наблюдается тенденция роста выявленных нарушений. Почему в Татарстане хотят отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД, выяснял Сергей Хайдаров. Такие условия не для жизни. Была вода, ванна, можно было помыться. Почему инвалид первой группы живет в здании старой школы и не может дождаться квартиры, выясняла Филюза Хамидуллина. Новая жизнь старой поликлиники. Тут же что было, а что сейчас? Царство. В каких условиях теперь будут проходить медобследования жители Казани, расскажет Зарина Ахметова. Региональные операторы определены, тарифы утверждены. Сегодня Госкомитет по тарифам озвучил стоимость вывоза мусора для предприятий, которые с нового года начнут работать по новой схеме. Их два. Для западной и восточной части республики. Повлияют ли их расценки на наши платежки? Рамиль Шайдуллин. То, что не идет в блюдо, отправляется в ведро. Кожура, очистки, скорлупа – все это помещается в небольшой пакет, который многие годы Резида Сафина несет до контейнера. Старые пакеты, отходы из-под продуктов. И все. Ее, как и многих других, волнует, сколько придется платить с 1 января за вывоз мусора. По слухам, тариф вырастет в 2 раза. За это все. Что у нас за это время больше мусора осталось? Я даже вообще не знала, что мы за это платим, если честно. Сейчас-то более регулярно стали вывозить. Раньше хуже было. Вот, но такую сумму там, это же ужас какой-то. Квартира дороже, и вода будет на 70% поднимается. Так что... Один пенсии во хрен, да маленько. Одной из причин повышения могли стать объемы, которые придется вывозить регоператорам. Хотя содержимое этих мусорных контейнеров по-прежнему различные очистки, пластиковые пакеты, стекло и тара, но заполняются эти ящики в 2 раза чаще. Так считают операторы, потому что мусора современный человек производит в 2 раза больше. Сколько же платить, чтобы и регоператоры были не в обиде, и гражданам сумма не била по карманам? Сегодня окончательно решили в Госкомитете по тарифам. 439 рублей с НДС за кубометр будут получать те, кто вывозит мусор. Возникнут огромные кассовые разрывы. С учетом того, что заявлялись на один тариф, по факту получаем сейчас другой. Изначально сумма была больше 500, но итоговая снижена и одинакова для обоих регоператоров республики. Как для общества Гринта, восточная зона, так и ПЖКХ, западная. Единые тарифы установлены только на осуществление деятельности региональных операторов. Ежемесячная плата граждан за указанные услуги будет начисляться, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Сами жители, уточняют в комитете, будут платить намного меньше. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, Рамиль Гарипов, ТНВ, Казань. Год на перестройку. В Госдуме приняли законопроект о переходном периоде мусорной реформы в регионах. Это будет в том случае, если на местах не найдут региональных операторов или если операторы после 1 января по каким-либо причинам откажутся от исполнения контракта. К слову, в Татарстане они заключили договоры сроком на 10 лет. Принятый закон, замечают в Госдуме, это страховка для граждан, чтобы они не стали заложниками мусорного коллапса. Потому что часть регионов уже готовы, а многие еще нет. Дорога не магазин, здесь правила торга не работают. Сегодня главный автоинспектор республики сообщил журналистам свежие цифры дорожной статистики. В этом году 94% всех нарушений – это превышение скорости. Скорость – одна из главных причин и смертельных ДТП. Цифра растет уже 3 года. Нарушений стало больше, когда ввели скидку на оплату штрафов. Лихачам бонусы, а они наглеют. О том, что жизнь бесценна и никаких скидок не предусматривает, Сергей Хайдаров. Он сразу на след. Подошли к нему, у него зрачки уже расширили. Высокая гора. Прибывшим на место аварии медикам оставалось лишь констатировать смерть водителя. На кадрах видеорегистратора видно, как за секунды до столкновения он на большой скорости оказывается на встречке. То ли с управлением не справился, то ли что. Но его на встречку выкинул. Я что-то вижу, он все ближе и ближе, фара ближе, он. Бам-бам, удар. 4000 аварий, 341 погибший. В 90% случаев смертельных ДТП главная причина – превышение скорости. И так уже все последние 3 года началось все с того, как ввели скидку на оплату штрафов ГИБДД. До вступления данной нормы в Республике Татарстан наблюдалась тенденция снижения количества выявленных правонарушений.
в области дорожного движения. Особенно это касается скоростного режима. С введением данной нормы, напротив, наблюдается тенденция роста выявленных нарушений. И машина перевернулась, на другую сторону прилетела. В числе пострадавших Гульфия Зарипова рассказывает, из-за лихача попала в аварию и получила серьезную черепно-мозговую травму. Говорит, сейчас гоняют по-страшному и поблажки на дороге неуместные. Я считаю, что никаких скидок не должно быть. Люди думают только о себе за рулем. Чаще всего водители превышают скорость на 20-40 км в час. За это штраф 500 рублей, с учетом скидки 250. Вот и получается, дисконт не в цене. Скидка только подстегивает лихачей на новые нарушения. Обязательно надо обсуждать и с гражданами, и с общественными организациями на различных площадках, потому что та статистика, которая говорит и по выявленным нарушениям, и по доле скоростного режима аварийности от общего количества ТП, говорит о том, что, к сожалению, те меры, которые сейчас есть, они недостаточно эффективны. Штрафы должны карать, а не быть дисконтной картой, считают казанцы. Злостных, наверное, надо наказывать. Ну, скидки вот я тоже предпочитаю, хотя редко нарушаю. Логика в этом есть, конечно. Возможно, некоторые оставят автомобили просто дома и не будут ездить. Мне кажется, кому-то легче нарушить. То есть люди думают, что им легче сэкономить время и заплатить. То есть, но часто это оборачивается так, что кто-то жизнь может потерять. Дорога не магазин, говорят инспекторы, ведь главное и бесценное здесь жизнь человека. И она не должна заканчиваться под колесами тех, кто пытается проехать на скидках. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Новый биохимический кластер в республике и беспилотники на татарстанском водороде. Эти и другие проекты сегодня обсуждали на заседании Совета директоров Татнефтехим Инвестхолдинга. С кем будет сотрудничать республика и на каком распутье сейчас находится мир? Слават Мухаммадуллин. Энергия для беспилотников и автомобилей, и косметика на основе водорода. Вероятно, в недалеком будущем и, возможно, с производством в республике для всего мира. С таким предложением сегодня выступили представители ульяновской компании HeatLab. По их словам, энергоемкость водорода в несколько раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов. Такие системы могут стать источниками питания для беспилотников, роботов и мобильных устройств. Плюс эффективно показывает себя косметика на основе водорода. При условии того, что сейчас весь мир стремится перейти на топливные элементы, естественно, и стоимость топливных элементов падает. Это будет доступно даже обычным людям. Рустам Миниханов поддержал проект и предложил директору компании задержаться в Казани. Мир сейчас на распутье. Мы пойдем на аккумуляторы или пойдем на топливные элементы? Вот кто выиграет? Вам надо попасть на какой-то серийный этот. Да. Это очень интересная тема. Мы будем с вами сотрудничать. Спасибо. Основу продукции предлагаемого кластера составляет два продукта, собственно. Биопластик и биопротеин. С надеждой на долгосрочное сотрудничество сегодня представили свой проект инженеры и химики из Московской области. Они предложили построить в республике биохимический кластер для производства упаковок из полимеров. Уходим от этого пластика, как неразлагающегося, экологически опасного, к биополимерам, которые разлагаются. Президент проект поддержал и поручил совместно с татарстанскими предприятиями обсудить его будущее. Кстати, за него в плане обеспечения сырьем татарстанские нефтяные и химические компании могут быть спокойны. Там были вопросы, которые связаны были с метанолом, с каучуками. Ну, значит, определили, что они все будут вопросы определены, а по всем предприятиям, все предприятия будут обеспечены тем сырьем, который они заявляли. В следующий раз Координационный экспертный совет соберется в конце января. Слават Мухаммадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. С бизнесом нельзя говорить свысока, нужно уметь уступать и договариваться. Так сегодня сказал Рустам Миниханов на заседании клуба инвесторов. Здесь собрались руководители крупных, в основном иностранных компаний, которые вложились в бизнес в Татарстане. Почему встреча прошла в Шамовской больнице? Далее. Формат встречи инвесторов – деловой ужин в новом отеле «Казан Пэлас». Это бывшее здание Шамовской больницы, объект культурного наследия, один из примеров инвестпроекта. Реконструкцией занимались турецкие партнеры. Им пришлось нелегко, к охране памятников особые требования. Сегодня Рустам Миниханов призвал нового руководителя Комитета по охране объектов культурного наследия к гибкости. Поведение ваших работников, как будто вы Брестская крепость, а инвестор – это какие-то фашисты, которые хотят, значит, что-то у вас отобрать. Вы работаете с инвесторами, вы как это гестапо.
Так нельзя. И если бы я сам здесь не вмешивался, вот, они бы давно уезжали отсюда, а это здание уже разграбили бы. Несмотря на то, что ведущим мероприятия был Максим Шарафудинов, периодически роль модератора на себя брал Рустам Минниханов. Он лично знает инвесторов и проекты, а потому в курсе и проблем, и вопросов. Сегодня в зале те, кто проинвестировал в республику. В этом году деньги, силы и время в Татарстан вложили США, Германия, Китай, Арабские Эмираты, Чешская Республика и другие. Среди них новый резидент индустриального парка в Нижнекамске, китайская компания «Камасталь». Они партнеры крупнейшего инвестора республики – компании «Хайер». Компания «Хайер», мы тоже приехали на территорию Татарстана. В прошлый раз я хотел немножко насчет нашей компании рассказывать. Но это будет по-китайски. Инвестинфраструктура республики сегодня это 2 особые экономические зоны, 4 территории опережающего развития, технопарки, промышленные площадки, IT-парк, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки. Более активно с ними работать президент, мягко говоря, призвал уже лично министра экономики. Вот он говорит, как иметь контакт и работать с властью, да? Значит, он в тебе не уверен, он у меня спрашивает, кто. Потому что ты... Вот по верхам там в Москву съездил, там что-то такое, письмо отвез, что-то сделал. А вот такой контакт, вот такого единения нет. Многие гости оценили нестандартный подход агентства инвестразвития республики в организации встречи клуба. Татарстан, довольно уникальная площадка. Вот такое событие и такое мероприятие, поверьте мне, я езжу приблизительно 3 раза в неделю по регионам, оно ни в каком другом регионе мною не видано. Из делового ужина встреча перетекла в производственное совещание. Некоторые вопросы решали на ходу. Многие из гостей договорились на повторные встречи. Альбина Солгараева, Андрей Центальцев, ТНВ «Казань». Это новости на ТНВ и далее в программе. Такие условия не для жизни. Была вода, ванна, можно было помыться. Почему инвалид первой группы живет в здании старой школы и не может дождаться квартиры, выясняла Филюза Хамидуллина. Новая жизнь старой поликлиники. Тут же что было, а что сейчас? Царство. В каких условиях теперь будут проходить медобследования жители Казани, расскажет Зарина Ахметова. Бюджету деньги, детям подарки. Сегодня прошла последняя в этом году сессия Госсовета. Повестка новогодняя, многие темы были связаны с бонусами и праздниками. Главное, под Новый год Татарстан получил многомиллиардное пополнение казны. Кто принес такой подарок, и не только об этом, Дмитрий Аринин. То, что до Нового года осталось менее 2 недель, наложило и свой отпечаток на работу парламента. Сегодняшняя, последняя в этом году сессия прошла с праздничным антуражем, подарками и приподнятым настроением. В фойе Госсовета украсили елки, а на главной развесили письма Деду Морозу от воспитанников Казанского социального приюта. Сегодня каждый мог стать добрым волшебником. Так Рустам Минниханов подарит ребенку микроскоп, Ментимир Шаймиев – ролики, а Фарид Мухаммедшин – беспроводные наушники. 27-го будет утренник у них, и мы все вместе повезем эти подарки, и после утренника... Накануне спать можно? Можно, конечно. Большой финансовый подарок сегодня получил и бюджет республики. Его пополнили почти 26 миллиардов рублей. Это деньги от дополнительных доходов, в основном из нефтянки. Ими частично покроют дефицит. Хотя 40% вы покрыли, я посмотрел. Но все-таки какие статьи будут недофинансированы и как будет все-таки восполнен бюджет? Все расходы будут полностью финансированы. Дело в том, что весь дефицит покрывается за счет остатка на начало года. Те средства, которые сегодня в дефиците, которые я докладывал в объеме 9,4, они полностью закрываются за счет остатка на начало года. Также депутаты решили, теперь адресную социальную помощь получат те, кто в ней действительно нуждается. Учитывать будут не только материальный достаток, но и имущество. Мы настаиваем на том, чтобы высвобождаемые в какой-то мере, может быть, части денег обязательно были использованы для той же категории, которая осталась и будет пользоваться этими льготами, этой поддержкой. Еще одна тема, связанная с праздниками – муниципальные парковки. Несколько депутатов предлагали увеличить бесплатное вечернее время, по примеру воскресенья сделать бесплатную субботу и ввести постоплату. Выслушав все мнения, предложения отклонили. Железо настроено таким образом, что постоплата не предполагается. И этот трафик до 21:00 не позволяет на сегодняшний день
предоставить возможность парковаться на улично-дорожной сети, поскольку это приведет к дополнительным затруднениям ситуации. Сегодня депутаты рассмотрели более 40 вопросов, а за всю осеннюю сессию 350. За это время приняли 150 законов. 2018 год оказался насыщен многими яркими, значимыми событиями. В целом, несмотря на санкционное давление, продолжающиеся финансовые и структурные ограничения, республике удалось обеспечить поступательную социально-экономическую динамику своего развития. На будущий год депутатам пожелали быть активнее и чаще выступать с предложениями. Тем более у этого созыва 2019 год станет последним в работе. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. К врачу через мобильное приложение и единственный в республике томограф нового поколения. В Казани после капремонта открылась университетская поликлиника. На работы потратили 260 миллионов рублей. Что здесь поменялось? Зарина Ахметова. 140 на 90. Пришел на прием к терапевту, а попал в объективы телекамер. От волнения даже поднялось давление. Сегодня Александр Горнак впервые на приеме в обновленной поликлинике. Терапевт тот же, обстановка другая. Безусловно, здесь свободнее. Значит, здесь помещений больше, здесь у специалистов отдельный кабинет свой. Здесь все, как говорится, по-современному. Никаких очередей и нервов в этом сегодня убедился и президент. Рустам Минниханов здесь впервые после перехода поликлиники КФУ. Теперь на каждом этаже зал ожидания. Записаться на прием не только по телефону, но и через мобильное приложение. Измерить давление можно не только в кабинете врача, но и в зале ожидания. Специальный прибор выдаст показания буквально через несколько секунд. К слову, такое оборудование есть на каждом этаже обновленной клиники. Красиво, цивильно, чистенько, аккуратно. Очень прекрасно. Тут же что было, а что сейчас? Царство. Все обновлено. Запись тоже была удобная. И, в принципе, в целом персонал довольно-таки вежливый. Аппараты экспертного класса позволяют получать картинку экспертного класса. Еще одна особенность – это свой центр диагностики с рентген-оборудованием. Есть и компьютерный томограф последнего поколения. Пока единственный в республике. Данная машина позволяет проводить исследования сердца. У нее имеется пакет для онкопациентов, который позволяет очень быстро, точно выявлять минимальные очаги в легких, в органах брюшной полости, в костях. Обновленное медучреждение будет принимать более 40 тысяч пациентов. Их обслужит 300 специалистов. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. У нас теперь своя РКБ, говорят жители поселков Габишево и Песчаной Ковали Лаишевского района. Здесь открылась новая амбулатория, профинансировала Транснефть. Для трехмесячной Камилы Валиевой это первый серьезный осмотр малышки. Повезло, ее встречают квалифицированные врачи в новой врачебной амбулатории. Поликлиника, полностью оснащенная современным оборудованием, стала подарком для жителей близлежащих поселков. Все удобно, красиво. Сама больница удобно расположена. То есть недалеко, и прогуляться можно с ребенком. Все вообще отлично. Мы воскресли, так сказать, по-русски. Очень хорошо. Свои двери амбулатория открыла 2 месяца назад. За это время к ней уже прикрепилось около 2500 человек. Пациентов готовы принять хирург, стоматолог, гинеколог, специалист УЗИ и терапевт. Правда, есть и вакансии. Нам не хватает, конечно, хирургии, невропатолог, лор. Кабинеты все готовы, все оборудование кабинета. На выделенное финансирование из бюджета республики амбулатория получит возможность трудоустройства молодых врачей. К примеру, по гранту уже принят врач УЗИ. По федеральной программе «Земский доктор» работает молодой врач-офтальмолог. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Лаишевский район. Условия не для жизни. Инвалид первой группы Александр Габдулин из Бавлинского района уже 20 лет проживает в здании старой школы. Там нет ни воды, ни канализации. В очередь на жилье льготник встал 9 лет назад. И, как сегодня выяснилось, за последние 10 лет ни один инвалид, не попавший в федеральную программу, в районе муниципального жилья не получил. В чем причина? В ситуации разбиралась Фирюза Хамидуллина. В доме Габдулиных всего плюс 18. На полу старые доски, в стенах щели и плесень. В таких условиях уже 20 лет инвалид первой группы Александр Габдулин проживает вместе с сестрой. Ну вот видите, ремонт какой. Тут не сделаешь, все опять отклеивается.
Полы холодные, везде дуют, щели, да. 60 лет назад этот дом был сельской школой. Классы, коридоры, столовые. В 90-е годы заброшенные здания разделили на комнаты и раздали нуждающимся. Тогда их отремонтировали за свой счет. До сих пор здесь нет ни горячей, ни холодной воды, а из окон дует так, что зимой не больше 20 градусов, говорят жильцы. Вот так вот ставлю греть. Раньше Александр мог выходить на улицу на коляске. Тогда его купали в бане. Уже год не встает с постели. В таких условиях ухаживать за ним невозможно, говорит Марина. Туалет на улице, ванны нету, мыть его. Дороги зимой заметает, скорая не может сюда доезжать. В очередь на улучшение жилищных условий как льготник Александр встал еще в 2009-м. И с тех пор дни ожидания. Скоро впору ему отметить юбилей включения в очередь, которое ему так ничего не дало. В начале декабря родственники написали письмо в Роспотребнадзор. Отсутствуют факты нарушения санитарного законодательства, ответили им. Почему этот вопрос никак не решается? Мы обратились в исполком района. Состоит у нас в общей очередности района на улучшение жилищных условий под номером 7. На сегодняшний день в связи с тем, что у нас в районе благоустроенного жилья не имеется в маневренном фонде, предоставить жилье Габдуллину Александру мы в данный момент не предоставляется возможным. Нам сообщили, если бы Александр встал в очередь до 1 января 2005 года, то смог бы получить субсидию около 800 тысяч рублей на приобретение 18 квадратных метров по федеральной программе. Он заявился позже. Вариант Габдуллиным предложили – муниципальное жилье в селе Александровка. Но там нужен большой ремонт. То есть, когда уже данное жилье будет в соответствии приведено, мы будем работать со списком. Местные власти больше ничем помочь инвалиду не могут, но в семье Габдуллиных не сомневаются. В республике есть добрые люди, которые могут помочь как со стройматериалами, так и ремонтом. Мне уже 52 года и столько лет в таких условиях. Хочется что-то свое жилье, чтобы было. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бавлинский район. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Сегодня космонавты Антон Шкаплеров и Салимжан Шарипов вернули азнакаевцам флаг, побывавший в космосе. Стяг пробыл в экспедиции на МКС 122 дня. Напомним, жители Азнакаевского района вручили его покорителям космоса перед ответственным полетом год назад. Сегодня космонавты не только встретились с жителями района, но и пообщались со школьниками. Рассказали о себе и ответили на вопросы. Во-первых, встреча с детьми – это мы сами отцы и считаем, что, конечно, вот эта встреча – это очень позитивный шаг для нашей молодежи, потому что мы надеемся, что когда мы уже станем старенькие, да, что эти ребята достойными станут гражданами нашей самой большой, кстати, самой большой страны в мире. Гололед, изморозь и мокрый снег уже этой ночью в республике погода ухудшится. Гидрометцентр призвал быть осторожными и пешеходов, и водителей. Местами образуется изморозь до 55 миллиметров. Всю красоту зимней природы казанцы оценили сегодня утром. Было настолько красиво, что жители города буквально завалили соцсети пейзажами. Эти кадры мы оставляем без комментариев. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас же прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Волейболистки «Динамо Казань» потерпели первое поражение в рамках Лиги чемпионов. Казанская команда в гостях уступила «Уралочке» из Екатеринбурга со счетом 3-2. Ришат Гелязуддинов выпустил боевой состав с незначительными изменениями. Дело дошло до тайбрейка. «Динамо Казань» показала максимально невыразительную игру, уступив 15-5. Следующая игра состоится против турецкого клуба «Экзачебаши». Казанские волейболистки примут гостей из Стамбула 22 января.
А другие динамовцы болельщиков порадовали. Хоккеисты силовых структур одержали домашнюю победу над Тепсельмашем. В 12-м туре чемпионата России по хоккею с мячом «Динамо Казань» на своем льду обыграла Новосибирский клуб. Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу команды из столицы Татарстана. Точными ударами у хозяев отличились Рязанов, и хет-трик оформил Ларионов. Следующий матч «Динамо Казань» проведет на выезде 25 декабря против одноклубников из Москвы. 1 на 1 соперников без ударов и без оружия в Казани завершился открытый чемпионат республики по грэпплингу. Необычный вид единоборств собрал порядка 100 участников со всех уголков Татарстана и России. Борьба, сочетающая в себе приемы самбо, дзюдо, джиу-джитсу и других видов, становится все популярнее не только на Западе, но и в Европе. Победители чемпионата Татарстана будут отобраны на Кубок Поволжского федерального округа. Дальше их ждет чемпионат России. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Поговорим о погоде после интересной информации. Компания «Данил Мастер» поздравляет жителей республики с наступающим Новым годом и дарит новогоднюю скидку 20% на кухню вашей мечты. danil-master.rf. Телефон 2-167-166. Тонтана. Озанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, миллионлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов 8, телефон 297 11 11. В предстоящие сутки температуры заметно опустятся. Возможен небольшой снег. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики значительно похолодает до минус 16. Будет идти снег. На северо-востоке Татарстана также минус 16, возможен снег. На севере Татарстана аналогичная погода, возможны осадки. На северо-западе республики с утра и до вечера будет идти снег. 15-16 градусов ниже 0. На юго-западе Татарстана минус 13, минус 14. Также прогнозируются осадки. В центре Татарстана довольно холодно, до минус 17. Осадки. В пятницу ожидается аналогичная погода. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Новый год – время, когда сбываются самые заветные мечты. Только в декабре потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний». 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. В Казани прогнозируются осадки в виде снега. Днем до минус 13. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. На дорогах местами гололедица. В магнитном поле Земли спокойно. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Болезни позвоночника часто служат поводом для хирургического вмешательства. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? В таких случаях готовы помочь в медцентре «Доктор Ост». Здесь проводят лечение на уникальных роботах, которые приходят на смену скальпелю хирурга. У пациентов, как правило, уже после нескольких процедур возможно уменьшение боли и улучшение подвижности. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост».